А в столице Коми определили лучших борцов. Соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек до 17 лет прошли в эти выходные в спортивном комплексе «Ошпи». Мероприятие посвятили победе в Великой Отечественной войне и Дню России. Показать свое мастерство и поучиться у соперников приехали спортсмены не только со всей республики, но и из Санкт-Петербурга. О результатах расскажет Ксения Лосева. Захваты, скручивания, подсечки и броски через спину. Несмотря на юный возраст участников, на соревнованиях все по-взрослому. У каждого здесь свой уровень подготовки и своя тактика борьбы. Кто-то сразу рвется в бой, а кто-то, наоборот, сначала предпочитает изучить противника. Чтобы чувствовать себя на борцовском мате уверенно, ребята трудятся практически без праздников и выходных. Чем больше ты взрослеешь, тем чаще у тебя начинаются тренировки. Если, допустим, раньше у нас были тренировки, когда еще маленькими подняли к среда пятница, то сейчас уже каждую неделю, кроме воскресенья, получается. И летом мы тоже уже тренируемся сейчас, готовимся к новому уже сезону. Несмотря на высокий накал страстей на мате, за его пределами уважительное отношение к сопернику и дружба. Провести такие соревнования на грант главы республики планировали еще в прошлом году. Но тогда вмешалась пандемия, а потому состязание сегодня здесь для многих настоящий праздник. Разделить его с товарищами в Сыктывкар приехали спортсмены из Печоры, Усинска и даже Санкт-Петербурга. Среди более 150 участников, что радостно, немало и девочек. Для девочки, мне кажется, это несложно, потому что девочкам больше дается, например, со стойки на мост вставать, потом растяжку делать, шпагаты, тянуться. Это легче подходит девочкам, чем мальчикам. Я забываю вообще про волнение. Вот просто взяла, забыла, нету больше. Вышла, настроилась и все, боремся. 11-летняя Диана Сигаева в спорте не так давно, но уже показывает отличный результат. Для таких юных дарований соревнования – это еще одна ступень на пути становления, а также возможность проявить себя и свои силы. А потому в период межсезонья никто не расслабляется. Сейчас на всех базах спортивных школ проходят летние оздоровительные площадки. И дети там питаются, тренируются, то есть это у них такой для них некий сбор, тренировочные мероприятия. И, собственно, вот этот турнир является таким проявлением себя. Он как раз проходит в середине этого всего периода. У нас, в принципе, есть планы пересмотреть финансирование спорта и, конечно, давать возможность больше выездов, больше тренировочных сборов для талантливых детей по муниципальным районам в том числе. Мы над этим работаем. Поэтому, конечно, борьба – это один из ключевых видов спорта, на который мы будем обращать огромное внимание. Совсем скоро спортсмены отправятся на сборы и за пределы республики. В планах на это лето поездка в оздоровительный лагерь на море. Ребята постарше проведут тренировки во Владикавказе, Кабардино-Балкарии и Чеченской республике. Говорят, к новому сезону будут готовы на все 100. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.